В век компьютеризации очень важно не растерять традиции и культуру чтения книг, говорили собравшиеся. Абазинскому народу нужны произведения, которые были бы интересны читателям и особенно детям. Произведения «Будни моего аула» Розы Пазовой и «Говорят буквы» Валентины Капсергеновой и Аминат Хачуковой способны пробудить интерес подрастающего поколения к чтению, считают литературные критики. Книги Розы Пазовой, Валентины Капсергеновой и Аминат Хачуковой найдут своих читателей и будут востребованы. Произведение Розы Пазовой «Будни моего аула» представляет собой сборник статей об ауле Кубина, который она публиковала на протяжении 3 лет в газете «Абазашта». При этом в книге автор не соблюдает каких-то конкретных узких тем. По словам Розы, «Будни моего аула» – это своего рода дневник Кубины, в котором просто соблюдена хронология событий, происходивших в ауле. Мне приходилось писать, ходить по всему аулу, выискивать материал. Любое малейшее событие, которое происходило в ауле, я описывала. Здесь написано про 160 жителей аула Кубина. Для небольшого аула, где всего 3000 жителей, это, я думаю, немало. По словам Розы, героев своих статей она выбирала не по принципу старшинства, не по должности или по званию. Героями ее произведений могут быть все, как молодые, так и старики. Я считаю, что каждый человек, пришедший на эту землю, заслуживает вот такую книгу. Каждый человек – это целый роман, это со своим характером, со своей судьбой. Это очень интересно, и поэтому я пыталась рассказать о всех. Если книга Розы Пазовой рассчитана на уже взрослую аудиторию, то книга Валентины Капсергеновой и Аминат Хачуковой «Говорят буквы» будет интересна читателям самого юного возраста. Она привлекает к себе внимание не только своим внешним оформлением, но и интересным содержанием, благодаря которому дети с ранних лет могут изучать абазинский язык и алфавит. Признаюсь, я уже один экземпляр забрал себе домой, и дети, у меня маленькие дети, им понравилась эта книга. Во-первых, потому что она розового цвета, много рисунков интересных. «Говорят буквы» устроена таким образом, чтобы облегчить процесс изучения абазинского алфавита детям. Под каждую букву придуман специальный стих, запоминая который ребенок легко и быстро изучает буквы, что в значительной степени помогает освоить абазинский язык за относительно короткое время. Очень много у нас звукофонем, более 80 у абазин. Поэтому мы с Хачуковой решили для облегчения обучения детей буквам для первоклассников создать стишки. Произведения Розы Пазовой, Валентины Капсергеновой и Аминат Хачуковой были изданы за счет средств, выигранного ими в прошлом году гранта, который ежегодно разыгрывается общественной организацией «Алашара». Вот и в этом году у всех авторов, поэтов и деятелей культуры будет такая возможность. Все заявки абазин, желающих реализовать интересные проекты по истории, по культуре, по национальным промыслам, а также художественному искусству непременно будут приняты к рассмотрению. В этом году мы планируем разыгрывать гранты по культуре. Кроме того, что мы будем переиздавать старые книги, которые будут выбирать наши эксперты, мы намерены вновь издавать новые книги. Поэтому призываем всех писателей, поэтов подавать заявку и участвовать в нашем гранте. Как говорили в этот день собравшиеся, книги, издаваемые на абазинском языке, непременно найдут своих читателей и будут востребованы. Ведь они воспитывают в подрастающем поколении любовь к своему родному языку, культуре, истории и традициям. Мадина Лайпанова, Мурат Койчев, Архыз 24.